Здравствуйте, компания Progress Auto. И краткий обзор мини-трактора Kubota GL281. Такой вот полноприводный тракторочек с козырьком и фрезой к нам приехал. Мощность отличная. Как видим, 3 цилиндра, надеюсь, видно будет. Полный привод, износ шин минимальный. По косметике все достаточно в хорошем состоянии, сохранности. Здесь вообще вопросов никаких. Шины без лишних растрескиваний, без каких-то замечаний, поэтому надолго их очень хватит. Трехточное навесное с дополнительными гидрорегулировками, фреза на быстросъеме. Фреза 1,80 м, куботовская, естественно. Ножи, смотрите, какие ножи. Ножи просто новые, естественно, из Японии. Состояние прямо-таки завидное. Козыречек. Козырек, кстати, достаточно высокий, то есть я с ростом 1,80 м спокойно под него захожу, даже не приходится нагибаться, то есть наклоняться. Трактор сам по себе, наверное, по заднему крылу в районе 1,60 м. То есть, достаточно высокий тракторок. По функциям здесь у нас, естественно, гидрорегулировки по навесному, коробочка U-Shift, раздатка и быстрый разворот с блокировкой заднего моста и откручаемым полным приводом, естественно. Соответственно, наработка у нас здесь 942 моточаса, все в норме, все работает. В остальном все стандартно. Естественно, присутствует реверс и вал отбора мощности на 4 передачи вперед и 1 назад. Давайте запустим трактор. Недовыжил сцепление, о чем всегда я говорю, что только с выжатым сцеплением можно запустить технику. Так вот он спокойненько запустился, работает отлично. Думаю, видно, что никакого выхлопа нет, именно вредного, скажем так, для мотора. По работе все достаточно тихо, мягко, беспроблемно. Если у нас что-то по пластику немного шелестит, повороты. Поэтому здесь, я думаю, никаких вопросов абсолютно. Трактор отлично работает. И сохранность, конечно, очень хорошая. Поэтому приезжайте. Компания Progress Auto. Kubota GL281.